Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Вот уж вечер давно у порога, вот уж зорька у края села. Скажи, милый, какая дорога, как далеко тебя увела. Скажи, милый, какая дорога, как далеко тебя увела. Милый ехал далеко-далеко. Самое интересное, что нам удалось этим летом вновь приехать в Черемуховую Слободу, это Новошишминский район нашей Республики Татарстан, и встретиться уже, теперь, наверное, можно сказать, что с любимыми, родными, дорогими носительницами культуры, песельницами, мы их по-простому называем наши бабушки, которые очень радушно нас встречают, мы уже с ними с 2014 года дружим, и вот в этом году нам удалось пожить у них, прямо окунуться в их жизнь. Много интересного мы узнали, не только песни записали, да, как все равно все-таки направление у нас связано с музыкой, но и много всего сопутствующего. Почему же ты писем не пишешь о своей неразимой судьбе? Или ты, засыпая, не слышишь, как тоскую я здесь по тебе? Или ты, засыпая, не слышишь, как тоскую я здесь по тебе? Вот и все я тебе написала, вот и все, что хотела сказать. Я бы слезы в конверте послала, но из плаканных слез не собрать. Я бы слезы в конверте послала, но из плаканных слез не собрать. Вот уж вечер давно у порога, вот уж зорька у края села. Скажи, милый, какая дорога, как далеко тебя увела. Скажи, милый, какая дорога, как далеко тебя увела. Традиция-то очень богатая, не только песен, но и вообще вот вся культурная традиция. Даже интересно было узнавать такие новые слова, допустим, связанные с печкой, что мы никогда не знали, что там есть какой-то баран, ну и остальные там уже, допустим, заслонка, все остальное, да, более известные вот и такие слова, которые мы уже, в принципе-то, в жизни не употребляем, поэтому очень... А, кстати, печь, она вообще уходит из обихода в жизни уже, Да, села? даже жизни села, печь уходит из жизни села. Ну вот наша бабушка, баба Валя, она очень как бы к печи так трепетно относилась, поэтому нам повезло, что действительно можно было растопить печь, посмотреть вот это все, куда ставился самовар, как правильно, где там, куда труба должна сходить, вот самоварная, да, куда дым идет. Самовар ставится в печку? Нет, рядом с печью есть специальное место, но отвод для дыма, вот для самоварной трубы есть. То есть вот такие вот даже подробности. Потом и по хозяйству. И нам очень интересно, что удалось увидеть рубаху ее мамы, свадебную рубаху. То есть мы до этого не знали, как, допустим, у нас в наших селах Татарстана вот выглядит такого вида уже одежда. Если верхние там, допустим, пары, да, мы видим, то нижнюю одежду мы не видели. Вот эта рубаха свадебная очень красивая. Тоже очень впечатлила. Как правильно повязывать платок. Сюда по-кубански, под узелок, по-казански. То есть очень много интересного они нам рассказывали, спели много песен.
В островах охотник целый день гуляет, ах и ему неудача, сам себя ругает. как же мне быть, и счастье мне служить, служить. Нельзя быть веселым, что зверь не бежит. Поехал охотник На теплые воды а где летала пташка? при ясной погоде. Там на берегу да вздумал отдохнуть, уснуть. Охота сорвалась, гонщик слышно чуть. Охотник не медлил, На коня садился, зверя с любопытством он поймать ловчился. бросился в лес, он в лес по тропинкам, дорожкам, где спала красавица на мягкой траве. Груди у ней нежные, Цветами прикрыты, ай губки у ней алые. травами закрыты. Как увидал, со страху задрожал, упал, лежит, дрожит. Венера, Венера, тихонько сказал. Венера проснулась, Охотничка видит, что ты злой охотник. хошь меня обидеть. Ох ты, злодей, требуешь того всего. Я не зверь, не лисица, сам видишь, я кто. Ай, мы лисиц видали, И волков стреляли, но таких красотах в редкости встречали. Эта песня «В островах охотник». Мы записали ее прошлым летом в Черемуховой слободе. И очень обрадовались и, наверное, тому, что есть у нас такая песня. Поскольку эта песня достаточно распространена по России, известная, но у нас здесь мы ее нигде не встречали. И очень были рады, когда услышали, что бабушки знают такую песню. Здесь... В некоторых местах, регионах России говорят, что это свадебная песня, приуроченная к свадьбе. А здесь бабушки, к сожалению, не совсем ее полностью запомнили вот такими обрывками, но мы постарались ее все-таки восстановить. И я думаю, что получилось, то сегодня исполнились. Вот этим летом посчастливилось побывать в Эстонии. И туда приехали музыканты из разных стран. И музыканты, которые играют свою национальную музыку. То есть я в данном случае представлял марийскую музыкальную культуру. Но очень понравилось всем. То есть почему-то у всех такое мнение, что в России живут только русские. То есть мы это объясняли, что Россия очень многонациональная страна. И я думаю, что, в принципе, они это поняли. И даже в нашем коллективе, да, Саш? Получается, у нас люди разных национальностей. Татары, удмурты, марийцы, русские. И мы спокойно можем петь нашу традицию местную, русских сел Республики Татарстан. Почему нет? Фольклор еще и сближает, я не знаю, он действует таким фактором объединяющим. Лично для меня это какая-то отдушина. То есть я могу отдыхать, когда я встречаюсь со своими с ансамблем. Это для меня какие-то родные люди, с которыми я отдыхаю, мне с ними хорошо. Это очень дорого стоит. То, что когда я поступила в институт, для меня открылся просто какой-то новый мир, и я просто ездила, на все смотрела широко открытыми глазами, думала, как это действительно было, и это очень здорово, то, что мы можем сейчас ездить вот так на разные различные экспедиции, знакомиться с
истинными носителями наших традиций, фольклора. Я поехала в экспедицию, это мне помогло при написании моего диплома. То есть мы съездили в Новошишминский район, в Черемуховую слободу, также мы ездили в Кубасы, да, то есть я писала диплом по Закамью, у меня были закамские казаки, я писала о сохранении и развитии песенной традиции казаков Закамской засечной линии, и это позволило узнать для меня очень много нового, и это экспедиции позволили мне наукой заняться, заняться тоже, наукой, да, соприкоснуться к этому, хотя до этого, то есть никогда этим я не занималась, и действительно это было что-то такое новое. Утром с позаранку пошли в деревню танки и остановились в саду. Вышел парень русый, командир везусый, повстречал девчонку молодую. Вышел парень русый, командир везусый, повстречал девчонку молодую. Дай воды напиться, дай воды умыться, завтра уезжаем в дальний бой. Парень умывался, парень улыбался, чернобровый парень молодой. Парень умывался, парень улыбался, чернобровый парень молодой. мигнул девчине, А сам пошел к машине, приоткрыл стальной тяжелый люк. Девушка сказала, что же были мало, жду вас после боя, милый род. точка огневая, Машина броневая двинулась на запад, как гроза. День врага сильнее, приезжай скорее, до свидания, карие глаза. День врага сильнее, приезжай скорее, до свидания, карие глаза. тут словно ветер, А и девушке ответил молодой красивый паренек: вы меня простите, ждите, не грустите, путь назад от родине далек. Вы меня простите, ждите, не грустите, путь назад от родине далек. утром с позаранку Пошли в деревню танки и остановились в саду. Но не вышел русый, командир безусый, он погиб за родину в бою. Но не вышел русый, командир безусый, он погиб за родину в бою. С фольклором я познакомился, когда пришел только в институт. До этого для меня это вообще был темный лес. Я вообще не знал, что такое фольклор. Вот я как пришел, и меня это очень быстро втянуло. Особенно вечерки, которые я поначалу вообще не любил, потому что для меня это было как-то странным, но со временем вот так втягивает, это становится настолько интересным, и уже поначалу вроде не хочется начинать веселиться, а где-то спустя 2-3 часа ты уже просто не можешь оторваться, тебя невозможно оттуда увести. Всю ночь могу представить. Всю ночь можно, да. Детей, посмотрите, насколько это полезно. Если спорт, он достаточно жестокий, и мир сейчас жестокий, то дети реализовать себя в фольклоре могут очень прекрасно. Мы с ними на занятиях тоже и играем, и поем, и осенью, весной мы выходим на улицу, на занятия на открытом воздухе проходят. Поэтому ребята большим удовольствием. Так не хватает просто покричать, поиграть, побегать, не быть в каких-то жестких рамках. Да, конечно, рамки эти есть. В фольклоре всегда все достаточно строго и консервативно. Но в этих рамках ты можешь настолько себе позволить, настолько проявить себя и не мешая никому, подчиняясь как бы этому общему закону. Я говорю, это очень интересно. И детям это полезно. Они это не воспринимают, допустим, как такую трудную учебу. Они в это играют, они этим живут. Здорово, когда родители их, современные уже, которые выросли в городе, они их тоже поддерживают.
на Пасху красят также яйца, да, мы играем, катаем эти яйца. Рождество там наряжаются, либо девчонки постарше уже хотят погадать, и родители тут вместе с ними. Это же здорово. Что фольклор нам дает, это полностью большая система. То есть там нет только песни и танцы, да? Это же очень большая система вообще жизненного какого-то всего процесса, смысл вообще жизни. То есть вся эта музыка, музыкальный фольклор, это тесно было сплетено со всей жизнью деревни, культуры. То есть они жили, работали, тут же веселились, пели, плясали. Каждый почти умел играть на инструменте музыкальном, то есть никаких школ музыкальных специальных не было для обучения, да, то есть вот парню, он не будет классным там первым парнем на деревне, его девчонки не заприметят, если он не научится играть на инструменте, да, поэтому обязательно он балалайку, гармошечку, да, нужно было чему-то научиться, потому что без этого ты как бы, ну, так скажем, второй сорт немножко, да, а всем хотелось быть первым и заполучить лучшую девчонку себе в жены, и красавицу, и работящую, поэтому не было вот этого специального обучения, видите, и в фольклоре сейчас, и в каких-то, не только в фольклоре, а в музыкальных наших учреждениях мы насильно там, да, ребят маленьких с малолетства заставляем их, наверное, музыкальной грамоте обучаться, а на селе это было произвольно, то есть это было естественно, они сами хотели этому научиться. И буквально там можно было за несколько там, не знаю, занятий он походил там к деду кому-то или к дядьке, он научил его, а потом сидит, он сам оттачивает мастерство свое. Ну, в бане или куда-то там, чтобы пока не видели, куда-то, да, на бревнах или там в лесочек куда-то убежал. Парни также состязались, да, соревновались, они в своей силе ловкости учились, как бы специально же физкультуры не было, а вот поединки устраивали, там, обучали деды, обучали младших там и драться, и, не знаю, и различные акробатические штуки, всему это обучалось. Героя домой, лишь только ступили
экспедиции, они получаются каждый раз разные, и каждый раз, когда мы приезжаем, мы открываем что-то новое, то, чего мы не знали, то, чего мы не успели услышать, и может быть, поначалу они не доверяли нам, и не хотели это рассказывать. Но когда мы уже приезжаем к ним, мы говорим: вот смотрите, вот мы выучили вашу песню, мы им поем, и они, ну, большинство одобрительно, не было такого, чтобы они сказали: нет, как-то вот, чтобы не принимали. Нет, они говорят: да, наша песня. Или поешь им вариант какой-то другой песни из другого села, они говорят: а у нас вот такая есть. И сразу же здесь такой интерес получается, им хочется поделиться, хочется рассказать. Они приносят всегда гостинцы, они нам привозят яйца, молоко, они нас угощают. У нас действительно вот такая хорошая дружба завязалась, и очень приятно, что и пускают они нас к себе, и делятся не только песней, но и к себе в дом пускают. То есть, пожалуйста, она расстилает постель, показывает, как вот, интересно даже посмотреть, а как подушки, а как перины, а какое приданное готовили, а сколько уж они нам про свадьбу порассказывали, и как выплетается лента из косы, как девчонка тут плачет, и что денежку надо за это заплатить. Ну, очень много интересного. Каждый раз я говорю что-то новое всегда. И не перестаешь удивляться. Они вроде говорят: да, мы уже песен не помним, все. Потом: а вот это-то мы пели, а вот это мы не пели. А потом уже они говорят: так, надо, проснешься, ты записывай. Ты же ночью-то вспомнила, просыпайся, записывай ее. Говорит: да, девчонки, я тут записала. Достает список. А вот это мы вообще пели. А получилось так, что в последней экспедиции у нас с разными составами мы записывали песни. Сначала вот 2 бабушки нам спела, потом мы подошли, и компания уже сидит побольше. И они так ревностно, значит, говорят: а вот тут-то песни они вам пели? Говорю: нет, не пели, пойте. А вот у нас еще вот такая песня есть. Ну, то есть настолько они щедрые, добрые. И вот советы ведь не только они дают по песням, которые нас интересуют, по культуре, а вообще в жизни как жить, а как с мужем прожить, а как детей воспитать, а какая у них судьба, за что нельзя прощать. Вот такие вещи очень мудрые. Наверное, мне как женщине было очень интересно поговорить вот с такими людьми, и откровенные разговоры уже вечером, когда ты у них живешь. Тоже, ну, это дорогого стоит, и что они вот так доверяют, что впускают в свою жизнь, что так они делятся. При долиноги громко пела соловей, а я мальчик на чужебиноке, позабыла всех друзей. А я мальчик на чужебиноке, позабыла всех друзей. Позабросил с молодых юных лет, сам остался сиротою, счастья доли мне нет. Сам остался сиротою, счастья доли мне нет. Я помру, похоронят меня, и родные не узнают, где могилка моя. И родные не узнают, где могилка моя. На могилку знать никто не придет, только раннею весною соловей пропоет. Только раннею весною соловей пропоет. Пропоет и просвищет
лишь могилка одиноко стоит. Там в саду при долинке громко пел соловей, а я мальчик на чужбинке, позабыла всех друзей. А я мальчик на чужбинке, позабыла